О необходимости приобретения загранпаспорта нового образца посольство Королевства Саудовской Аравии сообщало еще несколько лет назад. Невнявшим предупреждением паломникам въезд на священные земли с этого года будет воспрещен. Желающие совершить хадж должны будут в первую очередь приобрести биометрические загранпаспорта. Такие меры позволяют государству повысить уровень безопасности и противостоять различным формам международной преступности. أخجستينيشة أولى خلتي ناقة مخ لخر خلتي عايش أوغا كنت ولي نيا أتوخ شا أقا بل شين لا دير إشته شرا باسبورت شا ومها بيشر ديشتو إيشر ديشتو هوشر ديستليتن دول باسبورت بنا حيوت دوشتات بيتليتن باسبورت خدوشتات سون ديال ناخي دا على سونا إيشتونا شي حاجة تأويش وستجا إميل ولا حتى جدا باش خلاتsa Дистилетен дол паспорт, ищ бен хаюца доштат, халф паспорт, да, чекетим без. Принципиальное отличие загранпаспорта нового образца от старого – специально встроенная микросхема, содержащая дополнительную информацию о владельце. Например, рисунок сетчатки глаза и отпечатков пальцев. С начала этого года Управлением Федеральной миграционной службы России по республике выдано около 3000 биометрических загранпаспортов. Нам муфтият предоставляет списки, и по этим спискам эта категория граждан у нас обслуживает в первую очередь для соблюдения сроков и чтобы эти граждане могли своевременно получить визу для въезда в Саудовскую Аравию. На этом рынке ее можно увидеть всегда. 73-летнюю Баян Даутову знают не только как продавщицу целлофановых пакетов. В толпе народа сложно не заметить бабушку с большими не по размеру очками и доброжелательной улыбкой. На свои скромные доходы 2 года назад она совершила первый хадж. Планирует посетить земли Саудовской Аравии и в этом году. Новость о миграционных изменениях сильно удивила бабушку, но Баян уверена, на пути к Дому Всевышнего она готова преодолеть любые бюрократические сложности. Паломничество к Дому Аллаха должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни, если позволяют финансовые возможности и здоровье. Главную святыню мусульман в Мекке ежегодно посещают миллионы верующих, до 3000 из них жители Чечни. Списки паломников на хадж в этом году будут собирать с 1 апреля. Все стандартные нормы подготовки к поездке в Саудовскую Аравию соблюдены, осталось перейти на биометрию. Благо, на это есть еще время. Зура Саламова, Хальд Мовсаев, Луиза Инусова. Новости.